Когда чужой человек тайно забирает чью-то вещь, это называется воровством, и на преступника пишут заявление в милицию. Но когда крадут девушку, почему-то многие называют это традицией и празднуют начало новой счастливой жизни. Сторонники похищения женщин для вступления в брак или алакачу говорят, что она была всегда. Однако ученый-этнолог Федор Фильструп, посетивший наши земли в начале прошлого века, писал, что алакачу приравнивалась к преступлению и осуждалась обществом. Вернуть девушку домой не считалось позором, это было обязанностью ее односельчан. Однако в наши дни все поменялось. Родители похищенной девушки не стремятся вернуть дочь, а стараются договориться с женихом и сыграть свадьбу. Лишь в редких случаях отец и мать идут наперекор общественному мнению и забирают дочь домой. Мы помним историю Бурулай. Молодой мужчина хотел украсть 19-летнюю Бурулай Турдалиеву замуж по приезду в милицию. Он нанес ножевые ранения сначала ей, а потом себе. Происшествие, когда от рук молодого человека погибла девушка, которую хотели насильно выдать замуж. Эта трагедия показывает нам всю полноту опасности и непредсказуемости преступлений в отношении женщин. Мы понимаем, как важно, чтобы женщинам, обратившимся за защитой, была обеспечена безопасность. Каждый пятый брак в Кыргызстане заключается через похищение женщины. При этом в сельской местности женщин для принудительного вступления в брак похищают в 2 раза чаще, чем в городах. В 2016 году было зарегистрировано лишь 25 уголовных дел по фактам принуждения женщин к вступлению в брак. Однако в большинстве случаев девушка отказывается обращаться в органы правопорядка и предпочитает остаться с похитителем. Слишком трудно молодой девочке противостоять незыблемому общественному мнению. По данным Национального статистического комитета, в 2014 году насчитывалось более 6 тысяч женщин, которые были выданы замуж до 15 лет, и более 160 тысяч, ставших женами до 18-летия. Большинство таких браков не были зарегистрированы. А еще одной проблемой современного Кыргызстана является многоженство, которое запрещено в нашей стране. Исследования говорят, 1 из 100 женщин в Кыргызстане в возрасте от 15 до 49 лет состоит в полигамном браке или союзе. При этом многоженство чаще встречается в городах, чем в селах. Общество винит обоих жен. Первую в том, что не смогла удержать мужа, вторую в том, что позарилась на чужого мужа. И только мужчину никто не обвиняет. Он с гордостью козыряет тем, что у него 2 жены, которые его слушаются и любят. Закрепляя пройденное, каждый 5-й брак в стране заключается через похищение женщин. Многие не обращаются в милицию, считая алакачу традицией, а сама милиция не считает это настоящим преступлением. Жертвы алакачу часто не получают должной поддержки от государства, правоохранительных органов и даже своей семьи и близких. Из-за несоблюдения закона браки заключаются между мужчинами и несовершеннолетними девушками. Многоженство также является результатом пренебрежения прав женщин и ее уязвимой роли в обществе.